Продолжаем освещать самые заметные события. В студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Коротко о главных темах выпуска. Мост через Лену позволит сэкономить Якутии по 4 миллиарда рублей ежегодно. Герман Греф об экономической выгоде проекта. Новоселье отмечают переселенцы из аварийного жилья и воспитанники гимназии. Сразу два знаковых объекта открыли в Хандыге. Олимпиада и чемпионат мира по футболу пройдут без российского флага. Что ждет спортсменов из России? Экономические эффекты от строительства Ленского моста отметил председатель правления Сбербанка Герман Греф. На подписании партнерского соглашения он сказал, что это большая честь поддержать значимый для всей страны проект, который даст огромный экономический эффект. По прогнозам, строительство моста увеличит грузопоток до 6 миллионов тонн, а пассажиропоток до 8 миллионов человек в год. Ежегодная экономия регионального бюджета благодаря изменению логистики северного завоза превысит 4 миллиарда рублей. Помимо этого, новый мост значительно улучшит качество жизни в регионе, подчеркнул Герман Греф. Напомним, Сбербанк стал партнером строительства Ленского моста. Ключи от новых квартир получили жильцы аварийных домов в Тампонском улусе. Сегодня район посетил глава Якутии Айсан Николаев. Первым пунктом рабочего визита стало вручение ключей участникам программы переселения из аварийного жилфонда по нацпроекту «Жилье и городская среда». В этом году в райцентре поселке Хандыга завершилось строительство 2 многоквартирных домов для переселенцев. В светлые, просторные квартиры заедут 88 семей. Это более 200 человек. Сегодня в торжественной обстановке ключи получили первые новоселы. Здесь, в Тампонском районе, очень серьезно начинает действовать программа расселения жителей из аварийного жилого фонда. Так, в поселке Хандыга сейчас сдаются 88 квартир в новых домах. В том числе сегодня вводится 60-квартирный дом. Хорошая планировка. И очень отрадно, что жители Хандыги из 11 старых аварийных домов уже в преддверии Нового года переедут в новые современные квартиры, в новый современный дом. Люди очень рады, и это очень важно, то, что благодаря решениям президента страны по всей России у нас в республике идет эта программа, и активно люди получают комфортабельное жилье. В торжественной обстановке открыли сегодня и Тампонскую многопрофильную гимназию имени Вячеслава Штырова. Новое здание на 220 учащихся отвечает всем требованиям современного учебного заведения. Необходимым оборудованием полностью оснащены кабинеты биологии, физики, химии, изобразительного искусства, мастерская для мальчиков, а также кабинет технологий для девочек. Столовая рассчитана на 100 посадочных мест. Рядом универсальный спортзал со сценой для занятий физкультурой и культурно-массовых мероприятий. Открывая гимназию, глава Якутии отметил, что ее строительство стало возможным благодаря включению проекта в программу соцразвития Центров экономического роста по решению полпреда президента на Дальнем Востоке Юрия Труднева. В 2018 году началось строительство, и вот сейчас оно завершено. Замечательный объект и гимназия, которая, на самом деле, этот вопрос ставился очень давно, о получении нового здания. Сейчас как раз уже переехала в новое здание, и сразу практически уже в ближайшие дни дети уже начнут образовательный процесс в абсолютно красивом, новом, современном здании, оснащенном уже по самым высоким нормативам, которые в нашей стране есть. И я уверен, что, конечно же, это позволит ученикам гимназии получать более глубокие знания, преподаватели смогут работать в более комфортных условиях, и это все даст результат в виде повышения качества образования. К принимающему экзамен на права станут предъявлять новые требования. Об этом сообщили в пресс-центре МВД. Так, с 1 апреля, когда регламент и все остальные нормативные акты, связанные с приемом экзаменов на водительское удостоверение, вступят в силу, уйдут в прошлое установленные маршруты для экзаменов. Утверждаться будут только улицы, на которых будут проверять умения будущих водителей. А маршрут станет импровизацией того, кто принимает экзамен. Сейчас проект административного регламента проходит согласование.
Полигон Мирного ежемесячно заполняют 10 кубометрами снега. Столько на территорию привозят сотрудники коммунальных служб после уборки городских улиц. За ночной и дневной работой наблюдали наши коллеги. Когда жители мирного города засыпают, просыпаются коммунальщики. Ночью им нужно выполнить важную миссию – уничтожить снег. Понятно, что он выпадет еще не один раз, но водителям и пешеходам снежные накаты мешают передвигаться безопасно. Десятки машин, мини-погрузчики, крупные экскаваторы чистят алмазную столицу до 8 утра. Сейчас вот мы с этой недели приступаем к уборке внутриквартальных проездов. До конца декабря мы эти работы должны закончим. Но также, опять же, в плановом порядке уборка из снега и посыпкой противогололедным материалом и уборка площадей. А днем технику заменяют люди. Большинство горожан знают, если неподалеку звучит музыка, значит, где-то рядом трудится дворник Евгений Кизин. Почти 20 лет мужчина работает во благо города. Ему, как и большинству дворников, много не надо. Лишь бы, говорит, мирнинцы не мусорили. С капризами погоды справится и сам. Сложно в зимнее время работать, потому что холодно. Вот, там, когда очень сильно замерзаешь, приходишь, вот, где-нибудь греешься, пьешь чай, согреваешься, потом, когда уже согрелся, и потом дальше идешь работать. Работать и людям, и машинам предстоит вплоть до марта точно. Они выходят на улицы после каждого снегопада. Кажется, на выходных задач прибавится. По прогнозам Гизметео, в субботу, воскресенье и вторник в Мирном пожалуют облажной снег. Это осадки, которые могут идти по несколько часов и лишь ненадолго прерываться. Анна Винокурова, Ксения Исламова, Алексей Меркулин, телеканал «Алмазный край». Спортивный арбитражный суд в Лозанне признал обоснованным прошлогоднее решение ВАДА. Это значит, что Россия на официальном уровне не будет представлена на ближайшей Олимпиаде и чемпионате мира по футболу. Запрет на участие в международных турнирах будет действовать 2 года, рассказывает Роман Чуриков. Атлетов, выступающих под российским флагом, не будет на ближайших Олимпийских играх и чемпионате мира по футболу. А еще ближайшие 2 года на всех других международных состязаниях, проходящих при участии Всемирного антидопингового агентства. Такое решение принял спортивный арбитражный суд в Лозанне. Он признал обоснованным решение ВАДА лишить аккредитации Российское антидопинговое агентство. Причина – махинации с запрещенными веществами, факт которых признан доказанным. До 16 декабря 2022 года спортсмены из России смогут выступать на международных соревнованиях, но не под национальным флагом. Слово «Россия» может присутствовать на их форме, но должно быть меньше по размеру фразы «нейтральный атлет». Не будет исполняться и гимн страны. Могло быть и хуже. Изначально ВАДА предполагала срок действия этих мер в 4 года. Решение арбитражного суда еще можно будет оспорить после публикации мотивировочной части. Фильм якутского режиссера Дмитрия Давыдова «Пугало» и исторический эпик Никиты Рожакова «Тыгындархан» вошли в лонг-лист престижной 19-й национальной кинопремии «Золотой орел». Обе картины претендуют на звание победителя в номинации «Лучший игровой фильм». Кроме этого, 2 короткометражки Анастасии Борисовой и Е. Исулус будут бороться за право войти в список номинантов премии в категории «Лучший короткометражный фильм». Якутяне также представлены среди претендентов на лучшие режиссерские и актерские работы. Новогоднее шоу от «Алроса» пройдет в новом формате. В этом году культурно-спортивный комплекс и наши коллеги телекомпания «Алмазный край» подготовили совместный проект для жителей района. К его записи уже приступили. Оксана Мезенцева побывала на одной из площадок. До Нового года еще 2 недели, а в Айхальский дворец культуры уже пришел Дед Мороз и Снегурочка. Причем 2 пары. Одни в привычном для всех наряде, другие – знакомые в основном жителям Якутии. В этом году культурно-спортивный комплекс и «Алмазный край» подготовили совместный проект для жителей района. Новогоднее шоу покажут по телевизору. К записи проекта уже приступили. Для нас, работников культуры, в первую очередь, ложится очень большая такая ответственность. Для того, чтобы подарить людям
действительно, несмотря ни на что, новогоднее настроение, потому что Новый год – это удивительный, самый загадочный, самый желаемый праздник для всего человечества. Для многих артистов такой формат новогоднего шоу в новинку. За час сменяют 2-3 локации, несколько костюмов. На съемочной площадке то и дело звучит: «Стоп, снято». Возможности выступить лично перед зрителями у артистов не будет. Мне, как Снегурочке, очень жаль, что в этом году не будет карнавалов, не будет утренников новогодних. Но через экран мне хотелось бы поздравить всех детишек, всех взрослых с новым 2021 годом. И прежде всего я хочу пожелать вам крепкого здоровья. Профессиональное оборудование для видеосъемки, десятки декораций и костюмов. Организаторы не раскрывают всех секретов творческих номеров, держат интригу. В концертной программе и танцы, и песни, и представления. Среди участников и работники культуры, и предприятий «Алроса». Это в необычном формате пройдет. Мы снимали в удачном Айхале и в городе Мирном, поэтому со всех площадок будут номера, и зрители, участники смогут узнать много знакомых лиц, своих коллег, друзей и родственников. 31 декабря не забудьте включить телеканал «Алмазный край». Новогоднее шоу мы покажем в канун Нового года вечером. С наступающим Новым годом! Оксана Мезенцева, Дмитрий Храмкин, телеканал «Алмазный край». К этому часу это все новости. Берегите себя, не забывайте носить маску и соблюдать дистанции в общественных местах. Увидимся чуть позже на телеканале Якутия-24.